Привет, друзья! Здравствуйте! Всем привет! В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня 3 октября, день эфира. Про этот день еще не написали особо песен. Я тебе скажу, что можно вот как про 3 сентября петь, про октябрь, про декабрь, 3 января, 3 февраля, и только март ломает эту систему. В общем, такой музыки у нас в эфире, конечно, не будет, зато будет много другой, хорошей и приятной, а также отличные гости, как обычно, забавные ролики. Оставайтесь с нами, друзья, и будет, как всегда, интересно, может даже познавательно и весело. Настя, ты из тех людей, которые, когда выходит новый iPhone, первое бежит, ставит палатку ночью и занимает очередь, чтобы вначале его... Я терпеть не могу очереди. Меня ничто не может заставить стоять в очереди, но я в целом могу понять людей, которые так стремятся прикоснуться к новинке первыми. Тогда, может, ты из тех, кто занимает место, покупает, а потом продает это место? Да, поэтому я такая богатая. Могу позволить себе и стул, и туфли, и маникюр, и шампуни, и выкраситься туфли. в богатый рыжий цвет. Да, я себе именно пока так. этого еще не могу позволить. В общем, очереди я не люблю, и если бы были бы такие роботы, которые бы стояли в очереди вместо меня, я бы отдала эту миссию им. Возможно, скоро появятся роботы, которые будут стоять в очередях вместо своих хозяев, если такие еще не появились. Я бы очень ждала этих роботов, но пока они не существуют, а существуют всяческие другие хай-тек новинки. И о них мы узнаем из нашей следующей рубрики «Do IT». Здравствуйте, с вами Макс Илонов, и я с удовольствием представляю вам рубрику Do IT. Как обычно, вас ждет актуальная информация из мира современных технологий, а также новости о разработке современных гаджетов и девайсов. Ну что, погнали! Компания Boston Dynamics объявила о начале продаж робота-собаки Spot. Правда, приобрести устройство пока могут только те компании, которые подтвердят, что нашли ему интересное применение. Благодаря 360-градусным камерам и датчикам робопес перемещается по неровным поверхностям и лестницам. Он может самостоятельно переворачиваться и подниматься после падения. Без подзарядки устройство работает до 90 минут. Также робот оборудован защитой от брызг и пыли, однако в воду его лучше не бросать. Компания Xiaomi презентовала свою модель полностью беспроводных наушников Mi Air 2 True Wireless Earphones. Устройство получило систему шумоподавления, 2 микрофона и сенсорное управление, а также кодек, обеспечивающий качественную передачу звука по Bluetooth. Новинку также оснастили функцией быстрого сопряжения. Достаточно открыть кейс, и гарнитура моментально подключится к смартфону. Предполагается, что цена на данную модель будет ощутимо ниже, чем стоимость аналогов от конкурентов. Попытки создать умные очки с функциями смартфонов предпринимались уже неоднократно, однако успешными их не назовешь. Вспомним хотя бы те же Google Glass. Однако компания Facebook решила попробовать свои силы в этом направлении. Они начали разработку собственных смарт-очков с кодовым названием Orion. Предполагается, что гаджет сможет полностью заменить смартфон, принимать звонки, отображать необходимую информацию на дисплее и вести с помощью камеры прямые трансляции. Facebook работает над устройством совместно с популярным брендом Luxottica, производящим очки Ray-Ban. Компания Segway Ninebot представила новый электрический самокат Kick Scooter T60, получивший функцию искусственного интеллекта. Его главная особенность – при низком заряде аккумулятора находить ближайшую зарядную станцию и самостоятельно отправляться туда для подзарядки. В первую очередь такие самокаты пригодятся сервисам проката. Обычно этим компаниям приходится нанимать курьеров, которые забирают разрядившиеся самокаты с улиц, а пользователи часто бросают их прямо на дороге, создавая угрозу пешеходам и транспорту. Kick Scooter T60, который самостоятельно доедет до зарядной станции, призван решить эту проблему. Наша рубрика подошла к концу. С вами был Макс Илонов. И помните, если вы полненький, фитнес-браслет вас не спасет. Встретимся через неделю. Чао! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И я рад представить вам нашего гостя. Это певец и телеведущий Виталий Карпанов. Какую песню учат в 1 классе? Как нам весело шагать. Почему пингвины живут в Антарктиде? По просторам. Любимое блюдо Криштиану Роналду. Драники. Что делать, если у тебя обе перчатки правые? Значит, тебе столько рук правых. Почему человек лежит на пляже в одежде? Стесняется. В чем смысл жизни? В 3 минутах.
Человек-позитив Виталий Карпанов известен в первую очередь как музыкант, лидер популярной группы «Дрозды», а также как телеведущий. Виталий и его коллектив активно выступают как в нашей стране, так и за ее пределами, делясь отличным настроением с публикой. Виталик, привет. Здрасте, привет, друзья. Привет. Сразу начну с своего вопроса. У тебя репутация в белорусском шоу-бизнесе самого большого весельчака, между прочим. Как ты умудряешься поддерживать эту репутацию? Врут. Почему На самом это? деле я сейчас пишу книгу, у меня философское произведение. Есть ли жизнь без картошки? Большая работа. Так вот, там одна страница в этом многотомнике «Нет жизни без картошки». Ну, это серьезный монументальный труд, Да. который говорит о тебе как о серьезном человеке и ни разу не о весельчаке. Картошку труд. Мастер каламбуров. Расскажи, как ты оказался в мире музыки вообще? Совершенно случайно батя привез магнитофон двухкассетный из Польши. Знаешь, тогда ездили все в Польшу, там шмотки туда возили, Когда, на оттуда прошлой что-то неделе? привозили. Не, когда я был маленький. И вот он привез двухкассетный магнитофон с цветомузыкой и 2 кассеты. На одной была София Ротару, на другой «Ласковый май». И я услышал «Белые розы». И я понял, что, стадионы — это мое. Вот тогда понял. И «Белые розы» меня манили. И вот теперь я на вершине Олимпа этого с кедами и полукедами. Ты не шутишь? Нет, вообще нет. Прям белые розы, это то, Прям что белые вдохновило розы. тебя Многие на ошибочно творчество? слушают Pink Floyd, там, какую-то фирму, Металлику, пропуская, фундаментальное. Да, Фундаментальное. белые розы. И потом только ты должен оттолкнуться и уже войти в мир какого-то Led Zeppelin, я не знаю. А вы говорите, я Ой, это там ваши с Led детства. Zeppelin. Ты вот скажи нормальный топ-3 артистов, которые на тебя повлияли. Юра Штунов, Шатунов. Сергей Михалок Так. и Ляпис 98. Брутто Дрезден. Подсовпало. Ну ладно. Хорошо, давай лучше поговорим мы с тобой о группе «Дрозды» и как Так. в целом организовалась и получилась она. Повлияла ли на это как-то? Кто свил «Белые гнездо»? розы? Группа «Дрозды» — это ж такое дело, знаешь, это ж со школьных времен бурлит в тебе, кипит, что-то все не нравится, что-то не устраивает, песни какие-то лезут наружу. И в училище, у меня была группа в школе, мы там пели, играли, потом в музыкальном училище в молодечном я учился. И вот из молодеческого училища оттуда появилась группа «Дрозды». Не группа «Дрозды», а просто с чего начиналось. А потом в консерватории, Академия музыки, там уже появилась группа «Дрозды». Это 2005 год, практически 15 лет назад. Вот столько я прошел. А ты всегда чувствовал и понимал, что ты будешь музыкантом? Или ты какую-то серьезную профессию себе в том числе представлял? Мол, буду бухгалтером? Дело в том, что папа меня, когда во все эти музыкальные дела отвозил, допустим, в музыкальную школу повел, говорит, так вы точно посмотрите, вот точно он музыкант, да? Потом в училище. Вы посмотрите точно, может, он музыкант? То есть, и все говорят, надо смотреть, надо годы. Вот прошло уже столько лет, я в музыке, и теперь я точно могу сказать, я не музыкант, я артист. 15 лет Вот оно назад что. из этих яиц вылупились те самые «Дрозды». И готовится что-то к этой знаменательной дате? Какие-то мероприятия? Будете праздновать? Нет. Мы просто сейчас и так каждый день празднуем. Я думаю, что и в следующем году у нас будет эта дата, с 2005 года. У нас был такой конкурс, знаешь, 5 звезд. Вот оттуда мы считаем наше существование. Как мы будем праздновать? Принято сейчас очень модно и популярно распускать ансамбль, распускать коллективы. То есть сказать всем «все». Последний тур, прощальный тур группы прощальный «Дрозды». тур, да. Прощальный тур. Вот сейчас Инна Афанасьева прощалась уже 2 раза. Это из наших, да, без билета будет прощать всем свое 20-летие своего пребывания в Минской-арене. Они, кажется, еще Они об этом соберут и не скажут, мы сообщили. вас прощаем. Поэтому, наверное, надо так это тоже делать. Но мы еще думаем, что с этим делать и как и праздновать. У нас была фотосессия с гусями. Попробуем поросят, свиней. Тур, говоришь, у тебя сейчас концертный проходит, да? Да, мы решили в преддверии, знаешь, такого назовем это условно Ноябрь. распуска ансамбля в этом году проехаться и все-таки познакомиться с нашей аудиторией, кто нас слушает, кто знает, кто не знает. И вот уже в сентябре у нас было 16 концертов в сентябре, несколько в августе, еще октябрь, ноябрь. Итого у нас в этом туре будет 50 городов. Ого-го. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец и телеведущий Виталий Карпанов! Виталик, рецепт твоего хорошего настроения. Я тоже хотела спросить. Дело в том, что я до сих пор ищу этот рецепт своего хорошего настроения, поэтому не могу пока что ответить. Но я думаю, что надо тереть.
натирать как сыр, натирать картошку. Вот когда я допишу свой труд, вот этот про бульбу, тогда вот там будет рецепт хорошего Когда я настроения. натру свой труд. как Да, говорится. да. Я тру и тут, и там, и тут, да. Виталий Карпанов как пармезан, его над Беларусью вот так вот натирают, его 50 городов только осенью. Ну да, слушай, 50 городов вы проехали, и, как ты говорил, вы знакомились с вашими слушателями, с вашей аудиторией. Выводы какие-то уже сделали? Кто не слушатели группы «Дрозды»? Это обыкновенные люди, которые вот... Ну, знаете, у нас же много песен. У нас есть такое, не то чтобы ошибочное, что ли, мнение, что Вот это группа «Юная «Дрозды». Волколон», это Ливерпуля гимн. Вы же это Да, написали, да? и в это в том числе, мы, знаешь, есть ошибочное такое мнение о группе «Дрозды», что это такие весельчаки, хихи-ха-ха, там, это же не настроение. так. Это не так, потому что у нас огромное количество лирических песен, огромное количество патриотических песен, да, вот. Гимна, вы же авторы гимна, да? Гимн деревни кто написал? Мы написали, «Вёска». Не были, и мы вертаемся в вёску, где мы не были. Скажи мне, вот когда вы стартовали 15 лет назад и сейчас, сильно шоу-бизнес поменялся? Очень сильно. Очень сильно изменилось ничего. Шоу не изменились, а вот ведущие на некоторых каналах, ну, я про ваш, стали лучше и моложе. Просто на других все те же. Вот 15 лет я попадаю, и одни и те же вопросы, одни и те же, в общем, ведущие. Все класс. Талик, был ли какой-то случай на концертах или были случаи, которые тебе особенно запомнили? Что-то смешное, курьезное, необычное, может быть, ты там как-то упал со сцены? Самое главное, это одно из таких. Но много ведь, когда тебе говорят, а будет ли звук? Райдер, вы наш видели? Да, все, хлопцы, приезжайте, нормально. Звук будет, и все. И ты приезжаешь, а там тебе выносит музыкальный центр. То есть в их понимании это звуковое оборудование. Ну, или, к примеру, и это повсеместно. И тут самое главное, не обидеть организатора. Ведь он от всей души старался, ну, принес, может, даже из дому. То есть, как бы, хлопцы, я зробил ваш райдер, все как надо. Или, к примеру, был такой случай, когда тебя зовут, а что у нас по звуку, по райдеру? У нас все окей. Есть один хороший микрофон и два так себе. То есть я, да ладно, и прям один хороший есть. То есть, чтобы понимать, один хороший, это в нем прерывается цепь, но все-таки Ну, бывает. что-то есть. А в этих там, ну, вообще Плохие нет. они просто для вида Да, микрофоны. да, Просто да, у да. нас есть микрофон. Вот и таких случаев огромное количество. И за это мы любим нашу веселую вот страну, потому что непонятно, где тебе будет весело. Тут главное не унывать и делать свою работу с улыбкой. Не унывать? Не А скандалить, не бывало включать такое, Лешу что Хлестова. скандалил, говорил, я не буду на этом выступать и уезжал? Однажды, я признаюсь, было. Я вот почувствовала, что Бытовой что-то такое райдер было. не выполнил, не было бутербродов. Картошки не было. Все и три микрофона плохими были. Ладно, микрофон, но бутики, Бутики ребят, это проблема. тут надо, да, знать. Вы закопались вообще. И говорят, есть 3 бутерброда, один хороший, 2... И тут мы, нас это не остановило, ну, хорош, понятно кому, но ребятам мы не будем говорить, что эти были 2 плохих бутерброда. Ну, просто батон. Насколько мы знаем, у группы «Дрозды» совсем недавно, пару дней назад, Да. вышел новый клип. Что за он? Но клип называется «Глазами». Это, ну, такая, знаешь, дружеская работа, потому что эту песню впервые для группы, наверное, ну, не я написал, не группа «Дрозды» это все собрала. Песню написал наш кореш, наш товарищ, который 4 года играл в группе «Дрозды», Максим Осипов. У него был когда-то свой проект, «Девайсы» назывался, и там огромное количество песен. Выходил альбом, наверное, тоже в 2015-2016 году, но я считаю, что настолько классная песня, они не дострелили, у Макса не было времени заниматься им настолько, и там большое количество классных песен, которых я люблю. И вот в этом году мы с ребятами решили спеть одну из песен Максима, нашего друга, который сейчас живет в Канаде, и работает с, скажем так, западными артистами. Он классный аранжировщик, композитор. И хорошее произведение должны звучать. Хорошее произведение должны звучать, и звучать они должны у хороших групп. Поэтому передаем привет нашему другу Максу. И вот Максим, это обалденное произведение. Уж как бы ролик вот такой, добрый, нестандартный для группы «Дрозды», потому что песни нестандартные, Макса, они душевные.
Мы в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец и телеведущий Виталий Карпанов. Объявил, круто, да. Красиво, да. Итак, Виталик, мы предлагаем всем нашим гостям небольшие интерактивы, во что-то поиграть, и для тебя у нас тоже есть предложение. Сейчас мы предложим тебе немного зафристайлить, почитать рэп. Но не просто, то есть ты должен будешь в свой рэп вкраплять слова, которые ты увидишь на планшете. Я тебе буду их показывать. Сейчас начнет звучать бит, готов? Да. Поехали! Come on, yeah! Артем, это вейкап-шоу «Подъем», ты в теле, еле-еле-еле-еле. Эй, сарделька будет элька класс, эмка лучше и селедка, это гуще, пуще, подмышки, подпашки, небриты, умашки, ловушка, кукушка у дроздушка, буза-буза-буза-буза-буза-буза-буза-базука. Подосиновик, привык, Лукошка, лу-лу-лу, шутки про это плошка. Да, Виталь, подвела тебя деталь. Виги, тари-тари-тари-тарианец. Виги, танцевал обалденный танец. И щебенка, вдруг посыпалась ребенка желтая. Подъем, давайте прям сейчас втроем подъем. Это был Всё. самый содержательный рэп, который я слышала в своей жизни. Так много смысла, есть о чем задуматься. Мне в какой-то Класс. момент показалось, что Виталик свой новый трек начал петь просто. Знаешь, он так уверенно читал, как будто знал уже заранее. Было круто, Виталик, спасибо тебе большое. Это был спасибо. рэп от Виталия Карпанова. Йоу, это был Виталий, мой новый проект. Он так и называется «Рэпер Виталя». Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас в гостях эпатажный певец и крутой ведущий Виталий Карпанов. Виталик, есть еще несколько вопросов к тебе, но прикол в том, что на них ты должен ответить за несколько секунд. Готов? Первый вопрос. Если бы ты не стал музыкантом, чем бы ты сейчас занимался? Священником был бы. Макс Корж или Тима Белорусских? Макс Корж. Твой любимый вид спорта? Твой любимый вид спорта? Твой любимый спорт? Бегать, прыгать, ходьба, лыжа, Думать. думать. Это Класс. твой главный недостаток. Думать. Думать, что все хорошо. Любимое домашнее животное? Барсюк. Самое красивое место в мире. Снянское водохранилище. Тут я там бегаю. А твой любимый город в Беларуси какой? Петриков. Были в Петрикове когда-нибудь? Петриков Не, отличный не город. были. И я не была. Гомельская Возможно, область. побываем. Вот. Ладно, твое Воз- самое главное достижение в жизни на данный момент. Сын. Спасибо большое тебе за ответы. Насколько мы знаем, ты пришел не с пустыми руками, а с подарком для наших телезрителей. Что же это будет? Конечно, я брендированную маечку принес от группы «Дрозды». Смотрите, вот такая вот классная. Боже, как Вот, красиво! всё, дрожжи, логотип, Это же просто всё. нечто невероятное. Многие бьются в Инстаграме, в конкурсах убиваются, giveaway, слышали, да, там подписывают друзей. За майку? За майку. Ну что, спасибо большое. Уверена, сейчас начнется борьба в Инстаграме за эту чудесную майку. Так, что нужно сделать, чтобы получить майку «Дрозды» от Виталия Карпанова? Нужно подписаться на аккаунт Виталия в Инстаграм, прослушать все альбомы группы «Дрозды», подписаться на аккаунт нашего шоу «Подъем» и под нашей совместной фотографией оставить комментарий. Один человек может оставить только один комментарий, и среди них мы выберем случайно победителя. Все, Виталий, спасибо большое, что пришел нам в гости. Было очень весело. Спасибо, что вытащили. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И в этот день, 3 октября 1895 года, родился знаменитый поэт Сергей Есенин. Мы его называем словом «классик», хотя прожил он всего лишь каких-то там 30 лет. Умудрился и стихов великолепных написать, и в том числе в своей личной жизни всяческого разного наворотить. И сегодня в нашей рубрике «Топ-5» мы поговорим о самых интересных фактах из жизни Сергея Есенина. Сегодня в рубрике «Топ-5» мы расскажем вам 5 интересных фактов из жизни Сергея Есенина. Первые стихотворения молодого поэта были опубликованы в 1914 году в детском иллюстрированном журнале «Мирок». Самым первым стало стихотворение «Береза». При этом оно было подписано псевдонимом Аристон. По одной из версий так назывался популярный в начале 20 века музыкальный инструмент, напоминавший шарманку. Гонорар за первую публикацию поэт отдал отцу, чтобы добиться поощрения своих литературных занятий. «Береза» стал одним из самых известных произведений Есенина.
Сергей Есенин имел все шансы стать педагогом. После завершения с отличными оценками обучения в земском училище в родном селе Константиново, будущий поэт поступил в церковно-учительскую школу. Однако Есенин понял, что не представляет себя в роли преподавателя, и по окончании учебы отправился покорять Москву, где первое время работал в мясной лавке, а позднее в типографии. Есенин часто конфликтовал с другим легендарным поэтом-современником Владимиром Маяковским. Литераторы периодически страстно спорили и критиковали друг друга. Иногда дело доходило до открытых противостояний во время публичных выступлений. Однако, по воспоминаниям свидетелей тех событий, на самом деле последний поэт деревни и первый поэт революции признавали талант друг друга, но делали это исключительно заочно. Многие стихотворения Сергея Есенина со временем дополнялись музыкой. Песни на стихи поэта исполняли Александр Малинин, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Владимир Шахрин, Земфира, Миша Маваши и другие. Саундтреком к сериалу «Есенин» вышел записанный Сергеем Безруковым альбом «Хулиган». При этом музыку к стихам написал сам артист. Поэт был официально женат трижды. Самым примечательным был, пожалуй, второй брак. Осенью 1921 года Есенин познакомился с американской танцовщицей Айсидорой Дункан, на которой женился 2 мая 1922 года. Интересно, что поэт совершенно не говорил по-английски, а Дункан едва изъяснялась по-русски. Сразу после свадьбы супруги отправились в тур по Европе, посетили Германию, Бельгию, Францию, Италию, а также 4 месяца провели в США. Однако брак двух творческих личностей продлился лишь около года. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И у нас в гостях многократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, гимнастка Мелитина Станюта. Почему грузчик грустит? Работа такая. Что бы сказал Леонардо да Винчи Илону Маску? Да ладно. Как будет называться новая модель автомобиля Джили? Жили-были. Кто сообщает плохие новости? Жена. Количество наград, которые Мелитина Станюта завоевала на чемпионатах мира и Европы, трудно подсчитать. Настолько их много. Сейчас Мелитина активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью, а также активно пробует себя в самых различных сферах. Привет! Привет, Мелитин, привет. Привет Сразу всем. вопрос тебе. Сразу вопрос. В каком возрасте ты начала заниматься художественной гимнастикой? Это стандартный возраст, 3 года. Все просто, да, гимнастика 3 года, ты уже должна быть там. Но на самом деле это все было случайно. Тебя привели в секцию, потому что ты знала, что ты хочешь этим заниматься в 3 года. Просилась уже, хочу, Нет, как вот эта девочка по Родители телевизору. приходят, и ты на горшке в шпагате сидишь, что-то не... Нет, на самом деле энергии было много, и надо было спасать мебель в квартире и так далее. И тут появилась она, то есть мой первый тренер. Встретились случайно на улице. Мама меня вела, в принципе, в секцию фигурного катания, потому что ей очень И ты нравилось. ее увидела, с ним вынимаешь соску и такая, она. Нет, я не помню этого. Мне было 3 года, поэтому я этого не помню, но затянула на 20 лет, как видите. Трудно вот в таком возрасте уделять время тренировкам, вообще ходить на тренировки и там как-то себя... Конечно, многие показывать. знают, что большой спорт — это много времени в зале, это по 8 часов, 9-10 уже в таком возрасте, когда ты уже идешь на медали чемпионатов мира и Европы, но сначала 2 раза в неделю по 2 часа, то есть все нормально, все по-божески. А был тот период, как у всех детей, которые говорят: мама, я больше не хочу играть на фортепиано или что-нибудь еще. Так говорила, Да, никого больше... действительно, на гимнастике это странно. Играть на Был, фортепиано. но он был в таком же сознательном возрасте, когда у тебя просто отваливалась нога там, или спина, то есть, просто из-за боли. Но скорее мама мне в 10 лет такая: так, Мелита, вот 10 лет, слушай меня внимательно. Или мы идем учиться, а я хотела стать дипломатом раньше, да. Или все-таки гимнастика. Я говорю: ты что, гимнастика? Я буду там стараться учиться. Смотри, мне там будет тяжело, поэтому не говори мне, что я тебя не предупреждала. И я на всю жизнь это запомнила, что я не должна жаловаться маме, что она мне там где-то немножко не остановила. То есть как бы там не были какие-то операции, взлеты, падения, медали, не медали, но я помню, что я запомнила этот разговор. Валентина, на твоем счету многочисленные медали чемпионатов мира и Европы. Какой турнир был самым запоминающимся для тебя? Наверное, чемпионат Европы в Минске. Их было 2, 13 и 15 год, 2013-2015. И в 2015 году как-то самый тяжелый он был и самый удачный, да, самый запоминающийся. Дома стены помогают. Почему тяжелый? Почти все спортсмены вам ответят, что дома выступать тяжелее. Вся страна готовилась к этому чемпионату мира. То есть мне главный тренер выбирала цветы на награждение. То есть, все мы что-то делали. Кто-то подруги по команде, которые не попали, расклеивали афиши на остановках. Страх подвести тебя То есть, просто глазу, да, такое. И есть такой момент, как пик формы.
Его очень сложно не перескочить, а там, к сожалению, мы так готовили, что перескочили. У меня за день буквально до выхода на площадку какие-то такие болячки, там, от температуры банальной до... Есть как бы свои ахиллесовые пяты у каждой спортсменки, там у кого-то стопа, у кого-то спина, у меня вдруг колено, то, что у меня никогда не болело. Ну, то есть доползала я. Но я помню, вот на площадку приглашается Мартина Станюта с первым, это был обруч, первый вид, так выдыхаю и слышу, что зал просто ревет, кричит, и я понимаю, что я еще ничего там не сделала, да. То есть, эй, мне это очень помогало. Мне зрители, вот что мне сейчас не хватает, вот этих вот зрителей, этих эмоций, то есть они такие уникальные. Какие у тебя планы в дальнейшем? Может быть, тебя интересует карьера тренера? Я сейчас занимаюсь мастер-классами по всему миру, но я поняла, что тренерство — это адская работа. То есть это очень тяжело, особенно если вести гимнастику к чемпионату мира, к чемпионату Европы. Мастер-классы — это доли, как бы это тренерство, но в таких четко ограниченных рамках. 8 часов, неделя, и все, очень тяжело. Также я работаю телеведущей на другом канале. Вот. И пока как-то так. То есть в будущем воспитать какого-то нового чемпиона у тебя в планах нет? Или не есть? знаю. Я никогда не говорю никогда. И я знаю, что у меня получается. Я вижу, что мои советы, мои подсказки, мой подход ребенку там не получается 100 раз у нее словить. Там посмотришь, подкорректируешь на 150-й. Получилось. И вот ты видишь. Да, такие там вот это у нас цифры. Может быть, но попозже. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях гимнастка Мелитина Станюта. Мелитина, насколько активно ты тренируешься после того, как завершила карьеру? От мастер-класса до мастер-класса, на самом деле. Как-то просто ходить в зал я пыталась, честно. Мне опять стало скучно. Вот, я пробовала разные. TRX, танцы. Танцы, кстати, зашло нормально. Ну и бассейн. А так, у меня чаще все-таки зал художественной гимнастики в рамках мастер-классов, потому что их может быть 5 в месяц, может быть 1. То есть раз на раз не приходится. А как, на твой взгляд, художественная гимнастика — это достаточно популярный вид спорта в Беларуси, либо мало внимания ему уделяется? Скажу, что популярный, да. Я 20 лет провела в одном и том же зале и видела его как бы масштабы, которые были, когда я приходила, то количество девочек, которые он мог вмещать, и, скажем так, с моей карьеры он расширялся, построился дворец художественной гимнастики, и все больше и больше детей занимаются, поэтому это самое главное, количество занимающихся, вот что дает популярность. Мы знаем, у тебя есть еще одна любовь, и мы сейчас говорим про благотворительность, которой ты занимаешься плотно, много. Что тебя сподвигает заниматься ею? Наверное, это пример тех спортсменок, тех гимнасток, которые были в свое время моими кумирами. Они занимались, то есть это вообще спортсмен — это пример в основном, конечно же, для маленьких. Ты участвуешь в проекте Организации Объединенных Наций. Расскажешь поподробнее о нем? Да, я много лет являюсь таким другом управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мы начали общаться с главным представителем, который француз, наверное, в году 2014. И я понимаю, что голос спортсмена, как инфлюенсер, он довольно громкий. А в беженцах у нас знают немного вообще, что они, оказывается, у нас есть. Так, дальше есть у нас подмандатные лица, я же не буду платить. И да, в Беларусь, хотя в центре Европы, не так страдает этими вопросами, как другие страны, но эти люди есть, и я очень рада, что я вот закончила уже спорт. Да, я уже не поднимаю наш флаг там на пьедестал, к сожалению, уже. И до сих пор остаюсь полезной, мне это очень важно. Слушай, что касается влияния на людей, насколько мы знаем, твой аккаунт в Инстаграме очень-очень популярен. Ты какие-то усилия прикладывал к тому, чтобы его раскрутить, или так как-то помогло твое имя? Я всегда говорю, я к этому очень, очень просто, наверное, отношусь. Я не стала Мелитиной Станютой, потому что у меня там 1000 подписчиков. Я Мелитина Станюта благодаря гимнастике в основном, и поэтому у меня столько подписчиков. То есть я сделала в зале больше работы, а тут появился Инстаграм, и все такие: о, наверное, это будет то, как мы будем мерить популярность человека. Нет, у Даши Домрачевой, у Оли Эйнера, Бьордалина, может, не такие 1000, там, не столько они постят, но все равно они не легендарные люди. Мелитина, сейчас мы предложим тебе немножко поиграть. Ты согласна? Да. Ты согласна? Смотря во что. В игру. Мы поиграем в Хорошо. игру. Я буду называть тебе какие-то слова.
Это слово может быть спортивным термином, либо чем-то другим. Твоя задача определить, это спортивный термин, либо что-то другое. В принципе, все просто. Хорошо. Будет два варианта ответа. Попробуем. Итак, поехали. Бандаж. Это спортивный термин или название одного из Мальдивских островов? Это может быть и спортивным термином также. И также не названием одного из Мальдивских островов, но пусть будет спортивный термин, да. Спортивный термин. Правильный ответ, давай посмотрим. Все правильно. Бандаж. Да, специальный бинт, да. Да. И не только. Для наших телезрителей, кто не знает, бандаж — это специальный бинт, используемый в спорте для защиты суставов от травм, а также для распределения нагрузки. Дальше. Крылач. Это спортивный термин или запчасть для комбайна? Ну, я в спорте крылачей не встречала, поэтому пусть будет запчасть для комбайна. И правильный ответ — это запчасть для комбайна. Вот так она выглядит. Гирокинез — это спортивный термин или разновидность телепатии? Спортивный термин. Гирокинез, да. Это спортивный тренинг, комбинация как минимум из 5 фитнес-направлений. Продолжаем. Берскин — это спортивный термин или шапка Королевской гвардии Великобритании? Пусть будет шапка. Ей! Да ладно. Правильный ответ. Да, это огромная меховая шапка, отделанная черным мехом. Я методом исключения, хорошо, что только два, что я в спорте снова не встречала. Пилоксинг — спортивный термин или караоке на пилоне? Караоке на пилоне хороший вариант, но пусть будет спортивный термин. Ну, ты не знаешь точно. Да? Это смесь пилатеса, бокса и танцевальных движений. Совершенно верно. Ничего себе. Мелитина знала точно. Впрочем, я не знал. Итак, Мелитина, это ты, либо область в северной части исторической Малой Армении? Одно точно знаю, что... здесь по-другому написано. Мелитена. Тогда с северной части есть Малая Армения область. И Потому правильный что я ответ — Мелитина. область северной части, да, Да, ты очень внимательно. буковка, да. Видишь, мы на буковке хотели тебя подловить, но да, Мелитину на нет. буковке не подловить. Итак, в эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Мелитина Станюта. Итак, Мелитина, мы для тебя приготовили кое-какой интерактив. Бросать мы тебя в нем не будем. Будем также участвовать. Ты нам говорила, Класс. что ты хотела заниматься не только гимнастикой, но и танцами в Да, в детстве. детстве было дело. Мы воплощаем мечты. Итак, прямо сейчас у нас на экране будет появляться некие танцы, и наша задача повторять. У тебя как с танцами Я вообще? просто не мечтал. Итак, команда. И поехали! Это я подбежала. Блин, у меня юбка узкая. Да, так пока просто. У тебя Господи, часы сейчас же просто. все выяснишь, что я не умею танцевать. Какой кошмар. Эй. Да. Отлично. Такой танец для ленивых. Мы сидим. То же самое, нормально? Да. Если бы напротив меня в метро так люди делали, я бы офигел. Я Чуть-чуть. считаю, что мне кажется, танец нам очень там подходит дальше. Максиму. Кажется, нам дальше надо приехать в метро с таким составом. Что там дальше? Я не буду пересматривать этот эфир, мне А уже ничего, очень стыдно. Ничего, что я самая толстая. Я некрасивая подруга в метро. Я и танцую плохо. Их сейчас разберут. А я поеду одна до Каменной Горки. Так, Справились, ура! у меня заболел бок после танца. Разминаться, танцевать. Вы были великолепны. Левый фланг работал. Вы понимаете, что я специально так делал, чтобы на моем фоне вы вообще смотрелись потрясающе? Я не знаю, спасибо тебе большое за это. Я поняла, что у меня не работает одновременно мозг, речь и танцы. Я просто максимально сосредоточена, что-то там Да, справьтесь, исполняла. получайте удовольствие. Ну, мы сделали все для того, чтобы ты выглядела красоткой. Спасибо тебе, Сим. Ой, спасибо, я чаще буду приходить. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по гимнастике Мелитина Станюта. Мелитина, возможно, среди наших телезрителей есть маленькие гимнастки. Что ты им можешь посоветовать вот в начале пути? Надо сначала решить, правда ли вам так нравится, потому что без любви к тому, что ты делаешь, ничего не получится хорошо. Второе, растяжка, да, больно, мне тоже было больно, но это пройдет. Но они в шпагате сидят сейчас и смотрят, то есть это я можно знаю, опустить. что больно, все мы плакали, и, то есть слезы были. Пройдет, правда. Вы когда-нибудь дорастянетесь. Это может быть очень скоро. Мы для тебя тоже приготовили небольшое испытание. Сейчас мы будем задавать тебе вопросы, отвечать на которые нужно будет максимально быстро.
Ты Я готова? готова, да. Да, Хорошо, постараюсь. отлично, поехали. Валентин, какие личные качества помогли тебе добиться успеха в спорте? Не очень хорошие амбиции, а может и хорошие амбиции. Твой любимый спортивный снаряд? Все. Обруч, мяч, булава, лента не могу. Это как мои дети. Мне их нужно... Не могу их выбирать. Твое любимое время года? Весна. За успехами каких белорусских спортсменов ты сейчас следишь? Конечно же, гимнасток, а также легкоатлеты и батутисты. Фильм или книга? Книга. Совет для тех, кто только начинает свой путь в спорте. Нужно сначала выбрать класс физическая культура или спорт, а дальше все сложнее. Какой тип людей тебя раздражает? Разгильдяйство, в принципе, раздражает. Куда ты в первую очередь в Беларуси отведешь иностранную подругу? За город, вот куда-нибудь вне города. Если это будет весна, то вообще все будет хорошо, или лето. Ну что, здорово, спасибо тебе большое за ответы. Спасибо, мы Пожалуйста. все поняли. Ну что, насколько мы знаем, все наши гости приходят с какими-то подарками, и это странный подарок от гимнастки корова. Объясни мне, Да, что сегодня это? разыграем корову. Но это гимнастическая корова. Да, если У нее это хорошая булавы, растяжка? Это булавы, подождите. Это булавы, это Я думала, это купальник. маракасы. Это, да, такая корова, очень гимнастическая. И это первая игрушка, которая вообще появилась в гимнастическом формате таком. Странно, что корова, наверное, чтобы мы смотрели на это и думали, меньше есть надо, да. Ну что, спасибо, давай мне корову, Давай. будем с ней хорошо смотреться в кадре. О, небольшой гимнастический элемент даже получился. Ты должна была поклониться в конце. Так, уважаемые телезрители, как вы можете получить эту гимнастическую корову? Для начала нужно достать из-под кровати гимнастический диск, немножко на нем покрутиться, размять спинку. А сейчас серьезно. Нужно подписаться на аккаунт в инстаграме Мелитины, подписаться на аккаунт нашего шоу «Подъем», оставить комментарий к нашей совместной фотографии. Один человек может оставить только один комментарий. И случайным образом мы выберем победителя и отправим эту прекрасную коровишну ему. Ну что, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам сегодня в студию. Было очень приятно. А сейчас мы говорим тебе пока-пока. Пока, До пока. свидания, спасибо. Итак, эфир шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International подходит к своему завершению. Друзья, следующий выпуск нашей программы ждет вас уже завтра, в пятницу, 4 октября. И, как всегда, нас ждут невероятнейшие гости, крутые видеоролики, отличная музыка. Это все вместе с нами. А сейчас пора прощаться. До новых встреч, друзья. Пока! Пока!